И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Сегодня в программе. Не будет толчии на рынке. Президент проинспектировал распределительный центр предприятия «Абхазпродэкспорт». Мнение о приватизации объектов государственной собственности. Пресс-конференция ВАРС мира. Ремонт близится к завершению. В Ткварчале готовится к сдаче еще один детский сад. Уже в ближайшие дни абхазская цитрусовая продукция появится на российском рынке. Государственная экспортная компания «Абхазпродэкспорт» в полном объеме занимается сертифицированием сельхозпродукции для ее вывоза из республики. Сегодня распределительный центр посетил президент. Как сказал Рауль Хаджимба, ознакомившись с рабочим процессом, это первое начинание, которое даст положительный результат для людей и для государства в целом. Репортаж Ринаты Шакая. Республиканское унитарное предприятие «Абхазпродэкспорт» начало принимать цитрусовые. Теперь производители могут обращаться в предприятие, что значительно облегчит реализацию продукции. Мы заключаем договора с хозяйствами, с ЛПХ, это личное подсобное хозяйство, с большими совхозами. Все это выглядит следующим образом. То есть, когда мы принимаем товар по качеству, мы принимаем его в тоннах, в килограммах. После того, как мы пропускаем через линию, упаковываем, фасуем. После этого гражданин, либо компания, которая с нами работает, получает 20% в виде предоплаты от средней абхазской цены здесь на месте. И на все остальное у нас есть максимум 2 недели. До прохождения нашего груза до Москвы, полной реализации и полного расчета. «Абхазпродэкспорт» создан при Министерстве сельского хозяйства. С открытием предприятия появились и новые рабочие места. Уже работает порядка 45 человек. По заработной плате сейчас идет только лишь процесс формирования, но это будет, я думаю, что заработная плата чуть выше средней по Абхазии. Наши мощности позволяют нам говорить о том, что мы можем переработать в сутки порядка 100-120 тонн. Это наш максимум. Ну и мы надеемся, что наши граждане, те, кто хотят реализовать свою продукцию, они воспользуются нашими услугами. Целью руководства страны остаются системные действия, направленные на рост собственных доходов республики. Такого рода сопровождение вывоза местной продукции на внешние рынки через предприятие «Абхазпродэкспорт» – одна из государственных поддержек сельхозпроизводителей. Мы провели все возможные переговоры, мы соблюли все возможные и нужные формальности для обеспечения беспрепятственного доступа наших товаров, наших абхазских сельхозпроизводителей на российский рынок. Я думаю, что проблем возникнуть не должно. К моменту прибытия главы государства на предприятие перебирали и фасовали мандарины, привезенные из всех районов Абхазии. Помимо самой ленты, президенту показали холодильные камеры для хранения местной сельхозпродукции. Есть часть людей, которые желают нам продать, и по мере возможности мы у них приобретаем. Какая сейчас побочная цена? Разная. Цена варьируется от 22 до 35 рублей. Я надеюсь на то, что первые шаги дадут положительный результат. И связано это с той темой, о которой мы говорили. Организации оформления грузов непосредственно здесь, на этой территории, чтобы не было всей толчии, которая образовывается на границе с разгрузкой, погрузкой, лишними нервотрепками, которые возникают на этой стадии вывоза наших грузов. Поэтому я думаю, что первые начинания, которые сейчас вы видите, дадут положительный результат для людей, для государства и положительно скажется в целом на всю составляющую нашего бюджета. Нестандартную продукцию, которая не идет на продажу из-за того, что она не имеет товарный вид, теперь не придется выбрасывать. Такая продукция будет идти на переработку на компоты, джемы и варенье. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Сегодня в ВАРС мира прошла пресс-конференция по вопросам приватизации госсобственности с участием депутата парламента Стамура Логуа и референта Комитета по экономической политике и реформам Народного собрания Иланы Джопуа. Депутат, в частности, предлагает применить конфискационные меры в отношении нарушителей договора о приватизации. Ирина Аршба расскажет подробности.
Тема приватизации объектов госсобственности в нашей стране особо обсуждаемая. Существуют различные мнения «за» и «против». Депутат Астамур Логуа поделился своим мнением и видением решения спорных вопросов в этой сфере. В частности, выразил несогласие с существующей оценочной политикой. Астамур Логуа считает необходимым пересмотреть ставки и поднять существующие коэффициенты стоимости объектов. Также, по мнению политика, оценкой государственного имущества должны заниматься не частные компании, а государство. Я не против приватизации, но за справедливую и по рыночным ценам. Оценкой государственного имущества все-таки должны заниматься государственные структуры. И скажу почему. Потому что в нашей жизни часто так складывается, что за принятое какое-то решение никто в итоге не несет ответственность. Ну, сегодня открыть какую-то оценочную компанию, оценить какой-то объект неправильно, скажем так, а завтра ее закрыть, и никакого спроса в принципе с тебя не будет. А если будет этим заниматься государство, подчеркну опять же, речь идет о государственной собственности, то тогда в таком случае и у населения, и у людей будет сторона, с которой можно спросить, по какой вы причине допустили оценку вот в таком виде. Если на сегодняшний день у граждан Абхазии нет возможности приватизировать объекты по рыночной стоимости, депутат предлагает временно приостановить процесс продажи госсобственности. Если мы сегодня не можем продавать объекты по рыночной стоимости, если благосостояние наших людей еще оставляет желать лучшего, если бизнес еще у нас не настолько крепок, то давайте все оставим так, в арендных отношениях, как это сегодня, и приостановим приватизацию до тех пор, пока мы не увидим, что люди готовы и могут в состоянии заплатить рыночную стоимость за данный объект. В Абхазии много сгоревших и разрушенных объектов. В этом случае Астамур Логуа предлагает дифференцированный подход. Давайте то, что разрушено, то, что надо восстанавливать, будем передавать за условный рубль, но с жестким договором и с жесткими обязательствами того, что это будет восстановлено. А вот то, что действует, то, что приносит доход, плохой, хороший, в каком состоянии, действующие объекты. Тут другое дело, тут пусть выкупается все по рыночной стоимости, пусть на самом деле за это уплачиваются деньги. На пресс-конференции был поднят вопрос продажи так называемой сталинской дачи на Холодной речке. По мнению Иланы Джопуа, эта сделка незаконна, так как объект включен в перечень историко-культурного наследия Абхазии. Кто занимался оценкой, мы не знаем, но там оценено не только недвижимое имущество, но также и движимое имущество. Там немаленький перечень объектов историко-культурного наследия, как движимых, так и недвижимых. А статья 31 закона об историко-культурном наследии гласит, что объекты историко-культурного наследия не подлежат приватизации. Я считаю, что это была сделка незаконная. Касаясь объектов и земель, которые приватизированы или сданы в аренду, но не функционируют до сих пор, Астамур Логуа сообщил, что в парламенте готовится поправка к закону о приватизации, которая призвана регулировать ответственность инвестора при несоблюдении условий договора вплоть до изъятия объекта у собственника. Правда, в этом случае государство должно будет выплатить компенсацию. Я купил его за 5 рублей, но я обязался за 3 года вложить 25 рублей. Я это не исполнил. Государство говорит, это мы применяем здесь национализацию в виде реквизиции. Ты заплатил 5 рублей, но мы потеряли на налогах, на прибыли и так далее 1,5 рубля. Вот 3,5 рублей мы тебе выплачиваем, и это возвращается в лоно государства. Нам нужно принять вот такую поправку в виде главы в закон о приватизации. И я лично готов это инициировать. Есть коллеги, кто нас поддерживает, и я убежден, что в ближайшее время такая глава в законе появится. При принятии данной поправки необходимо учитывать возможности государства, отметили участники пресс-конференции. Ирина Аршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. В Министерстве обороны Республики Абхазия подведены итоги проведенных учений в ноябре. В совещании участвовали начальники управления, отделов и служб оборонного ведомства, командиры воинских частей и подразделений, которые докладывали об итогах учебных занятий. Министр обороны Мираб Кишмари обратил внимание на выявленные недостатки и поручил руководителям воинских подразделений исправить их в кратчайшие сроки. Кишмари также обратил особое внимание на четкое взаимодействие абхазских вооруженных сил с подразделениями российской военной базы. На заседании были определены задачи на зимний период обучения.
На зимний период обучения. 4 декабря начало зимнего периода обучения 2018 года. Под руководством командира воинских частей провести торжественное построение, довести до всего личного состава цели и задачи боевой подготовки. Группам от Министерства обороны проконтролировать проведение первых часов занятий. 4-5 декабря под руководством командира воинских частей провести тактико-строевые занятия по боевой готовности. 11-12 декабря под руководством командиров частей провести командирские занятия с командирами рот, заместителями, командирами взводов. Совет графства Восточный Эршер выступили с заявлением по поводу мемориала в Говард-парке города Кильмарнока, в котором высказал свое отношение к этому вопросу. Совет, в частности, выражает обеспокоенность тем, как в СМИ и в социальных сетях освещается и комментируется информация, связанная с ситуацией вокруг мемориала погибшим в Грузино-Абхазской войне. Напомним, что посол Грузии Беручашвили потребовала у властей Великобритании демонтировать мемориал, установленный в Кильмарноке. Совет графства Восточный Эршер данным заявлением подтверждает свое намерение вернуть памятник на его обычное место без каких-либо изменений в данный момент. Таким образом, мемориал продолжит служить своей изначальной цели – быть символом памяти и сочувствия всем семьям в городе Сухум, которые потеряли своих близких во время конфликта, и, возможно, также символом завершения процессов урегулирования конфликта. Рядом с памятником Совет установит информационную табличку, где будет изложена данная позиция, которая будет информировать о продолжающемся диалоге, отмечается в частности в заявлении Совета графства Восточный Эршер. Актуальные вопросы российско-абхазских отношений, в том числе в части совершенствования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, обсуждались в Москве на очередных консультациях в рамках механизма внешнеполитической координации. В них приняли участие директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Павловский и чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба. Кроме того, состоялся обмен мнениями по тематике внешнеполитического взаимодействия и расширения международных позиций Абхазии. В Скворчале сегодня функционируют 2 детских сада. И еще в одном дошкольном учреждении сейчас идет капитальный ремонт, который близится к завершению. На месте работ побывали наши корреспонденты. Репортаж на Аллы Кофе. Начало капитального ремонта данного детсада было положено еще в 2012 году в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2010-2012 годы. Однако из-за прекращения финансирования пришлось работы приостановить. Из-за долгого перерыва все проведенные в предыдущие годы работы сошли на нет. Из-за сырости и протечки крыши напольное покрытие на этажах пришло в негодность. Детсад практически полностью нужно восстанавливать заново. По решению президента Республики Рауля Хаджимба были выделены средства. И вот в октябре текущего года восстановительные работы были возобновлены. Начиная с подвального помещения, заканчивая, вторым этажом, есть моменты, которые необходимо было устранять. И полы, которые на сегодняшний день, вы видите, здесь есть комнаты, которые мы полностью демонтировали из-за того, что полы повело, не работала система вентиляции, система отопления, из-за сырости и так далее. После авансирования принялись, к демонтажу самых сложных комнат. В других комнатах выше поднимемся, посмотрите. Есть комнаты, которые отремонтировали на сегодняшний день. Те комнаты, которые мы полностью демонтировали, будем ложить новую дубовую доску, которая тоже заказана. В течение недели она будет, у нас уже здесь, на этом объекте. Сейчас ведутся работы на 2-м этаже. Помимо качественного напольного покрытия будет приведена в порядок и вентиляционная система здания. В целом ремонт близится к завершению. По словам директора предприятия «Тхварчалстрой», в течение недели поступят оставшиеся необходимые материалы. И к Новому году объект будет сдан в эксплуатацию. Сейчас в районе функционирует 2 детсада, один из которых – Джамхух, который был отремонтирован в 2013 году. Сюда ходит около 100 детишек.
Детский сад Джамхух оснащен всем необходимым. Детям здесь комфортно, однако он не в состоянии принять всех желающих. Но со сдачей в эксплуатацию третьего в районе сада ситуация значительно улучшится. На Алакове, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Соглашение о сотрудничестве между общественными палатами Адыгеи и Абхазии подписано в рамках визита абхазской делегации в Майкоп. Подписи под документом поставили секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба и председатель Общественной палаты Адыгеи Руслан Устов. Основная цель соглашения – развитие и укрепление институтов гражданского общества, расширение общественных связей и обмен опытом, дальнейшее укрепление двусторонних отношений. Ровно 25 лет назад, 30 ноября 1992 года, в Абхазии была создана Государственная инспекция по карантину растений. Первым руководителем нового учреждения стал Анзор Вартагава. За это время ведомство сумело наладить работу во всех районах республики. О том, как сегодня работает Госинспекция по карантину растений, узнавала Сария Смыр. Несмотря на юбилей, в Государственной инспекции по карантину растений обычный день. Сотрудники учреждения на местах, каждый занят своим делом. Тем не менее, сегодняшний день для каждого из них особенный. Основная задача карантинной службы направлена на защиту растений, а также предотвращение попадания в нашу страну особо опасных вредителей, которые могут стать причиной болезней растений. Более того, специалисты карантинной службы совместно с другими ведомствами часто ведут борьбу с вредителями. На сегодняшний день штат ведомства составляет около 100 человек. Работает два основных отдела – внешний и внутренний, а также лаборатория. Основная задача лабораторной экспертизы заключается в установлении наличия или отсутствия зараженности завозимого в страну материала карантинными организмами, то есть определение его карантинного состояния. При проведении экспертизы нужно обращать внимание на наличие не только карантинных, но также некарантинных вредителей. Нельзя ограничиваться констатацией факта, а необходимо принять меры к обеззараживанию такого материала. Путь становления Государственной инспекции по карантину растений нелегкий. В свое время работать приходилось даже без техники, но сотрудники ведомства всегда находили пути решения проблем. Сейчас лаборатория инспекции оснащена необходимой техникой, обеспечены всем нужными районные инспекторы. Но все же инспекция испытывает некоторые трудности. Например, не хватает опрыскивателей, которые так нужны в работе, говорят специалисты. Сегодня я смело могу сказать, что в каком районе республики нашей, какие вредители болезни преобладают, как нужно с ним бороться. Я с гордостью могу заявить о том, что сегодня наша карантинная инспекция, специалисты очень высококлассные. У нас есть фумигационный отряд, то, чего раньше не было. Но, к сожалению, мы с поставленными всеми задачами можем справиться, но, к сожалению, у нас техники мало. За время своего существования Государственная инспекция по карантину растений сменила несколько руководителей. Сегодняшние успехи всего ведомства – это заслуга каждого из предыдущих руководителей, говорят сотрудники. Я хотел отметить прежнее руководство. Они тоже очень много всего делали и приложили немало труда в трудные годы. Хочу отметить первого руководителя нашей организации, это Вартагава Анзор Тышкович. Это послевоенное время при нем создалась эта служба. Правда, было тяжело, я слышал его рассказы. Вот. Последующий руководитель был Агарба Альберт Александрович, уважаемый человек, знающий свое дело. Его заместитель Бигва Вадим Нурович, хочу отметить этого человека. При нем, при этом тандеме наша организация добилась соглашения с Российской Федерацией. Фитосанитарный сертификат был авторизован. У ведомства с каждым днем все больше задач. Сотрудники со всей ответственностью подходят к своему делу. Тем самым они доказывают, что способны справиться с задачами любой сложности. Сария Смыр, Леон Адлейба, Абхазское телевидение. И в конце выпуска, как обычно, информация о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 15-17 тепла. Температура морской воды плюс 14.
На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.